Значит, мы сегодня продолжаем работу. Последний такой загрузочный день. Дальше вы будете уже выгружать из себя все, что вы получили, все, что вы узнали, и формировать это в какой-то свой такой пакет. Да? Но вот сегодня последний день загрузки. Сегодня мы поговорим больше, наверное, о формировании. Да? Как-то вот тоже поделюсь каким-то опытом, что у нас есть, и обещали показать. Вот с этого начнем. Потом мы разберем задачку, которую ваш коллега предложила на наш суд с вами, на оценку. Так что мы будем экспертами выступать и поможем, наверное, доработать. И будем надеяться, что это будет вот какой-то уже результат, да, будет результатом нашего совместного творчества. Ну и на эту задачку, наверное, мы тоже посмотрим, вот какие вопросы возникают, там, когда мы начинаем делать такие задачи уже. И перед обедом Ольга Борисовна к нам придет, Логинова, и повысит нашу креативность. Я считаю, что мы уже очень креативны, но, тем не менее, я думаю, что новый взгляд на нашу с вами как бы тоже проблему, на математику, то есть она будет говорить не только, она как бы с проекцией на математику будет говорить о креативности. Так что поехали. Значит, вот в начале, да, немножечко несколько слов вот, о результатах, потому что у меня есть какие-то диаграммы, чтобы у вас тоже такая картинка была, да. Для формирования мне было важно понять, да, давайте передам, пустите, то есть все математика, да, все правильно там в выпуске. Ага, да. Пустите, зато обменяйтесь потом, просто по ходу дела. Что же такое есть в этих странах лидеров, чего нам не хватает и чего у нас нет, да? Чем отличается вот у них образование и что нужно тогда дополнить вот для формирования, может быть. В рамках наших возможностей, понятно, что там есть какие-то ресурсы стран, где-то финансы, где-то государственная поддержка, мы про это не говорим, мы говорим вот о том, что мы с вами можем сделать на нашем уровне. Вот посмотрите, есть такая интересная, то есть чем все более и более интересно становится ПИЗа, что когда набирается статистика, да, и когда можно смотреть динамику, я вам показывала там наши результаты за 3 последних года, уровни вы видели там за все циклы, да, можно видеть какие-то тенденции. Но вот для сравнения стран уже как бы страны какие-то участвуют, не участвуют, потом еще, да, но тем не менее вот начинают они уже все-таки проявляться, эта статистика, и появляются общие картинки, поскольку уже много циклов прошло, да. И вот даже к 2015 году появилась возможность сравнить 2 исследования TIMSS и PISA. Да, TIMSS, напоминаю, что это проверка школьных знаний, так вот грубо скажем, да, а PISA это вы уже знаете, что это такое, да, умение их применять. Вот все над этим как бы борются, анализируют и сравнивают, и вот что здесь, какие картинки вырисовываются, да, вот я какие-то вещи, ну, именно как бы для себя, вот для, что там, где у нас Россия получает. Видите, как распадаются, да, у нас по горизонтали результаты по TIMSS, а по вертикали результаты по ПИЗе, да? И видите, что просто все страны разбиваются, в общем, на 3 группы, но там хвостик какой-то еще есть, даже не очень понимаю, какая страна, там, Иордания, не знаю, не суть важно, да, но мы четко видим, что есть лидеры. Они лидеры и в TIMSS, они лидеры и в ПИЗе. И вот этот разрыв, он существует. Видите, есть второе облачко, где большинство стран, в общем-то, фактически собраны, да, и вот мы находим себя, находим Российскую Федерацию и видим, что действительно в части, вот если мы будем смотреть по горизонтали, это то, что я говорю, да, что мы где-то вот, ну, 6-е место там среди стран-лидеров, там несколько отдельных, там Гонконг, Тайпей, то есть как такие китайские провинции отдельно идут, а так, ну вот, скажем, 6-е место где-то, да, если смотреть по горизонтали, мы это видим.
А по вертикали мы западаем, куда-то уже попадаем в это облачко. Но, тем не менее, да, мы вот с этой стороны, как бы мы понимаем свой потенциал, мы там хотим впрыгнуть в облачко, которое недосягаемое, наверное, сильно оторвавшееся. Но вот наша задача, это вот как у нас президентом установлено, войти в десятку. Вот мы это видим, вот этот скачок нам нужно сделать, нам эту пропасть, это нужно преодолеть. Ну вот, это я как бы в математике всегда интересно, тоже графический материал посмотреть. Вот есть такой, это статистика, вот есть такой статистический материал, который тоже очень может быть полезен для анализа того, вот, для полного понимания картины. Вот и еще одна картинка, где тоже теперь ПИЗа, они смотрят динамику, и ТИМС, и ПИЗа смотрят, насколько, что происходит в стране, да, и выделяют страны, в которых есть динамика результатов, и в ТИМСе, и ПИЗа. Но вот тут мы можем гордиться, потому что мы самые динамично развивающиеся, вот оказывается, среди всех стран. Поэтому, ну, наверное, поэтому и ставятся какие-то задачи, там, войти в десятку или что-то еще, да. Ну, там десятку имеется ПИЗа, потому что по ТИМСу есть, да. То есть вот еще такая информация есть, да, как динамично развивается страна, что, конечно, тоже важно, ну, на фоне других стран, может быть, но тем не менее... Мы же все теперь как бы в одной лодке, в одном мире живем, и влияние друг на друга испытываем достаточно сильное, поэтому тут обособленно жить уже не приходится, поэтому вот эта информация здесь как бы тоже для нас может быть интересна. Так вот, самое, конечно, главное, хотелось бы понять, что отличает эти страны так вот в облака от нас улетевшие, да, что в них такого особенного. Ну, различные какие-то исследования проводятся, и ПИЗа сама. Ну, вот как бы я консолидировала, наверное, из разных, может быть, источников вот эту вот информацию. Может быть, как бы я с точки зрения наших проблем еще, но, в общем, что важно, да, для нас, потому что надо двигаться дальше. Ну, прежде всего, это как бы совершенно другой подход вот к системе обучения, к тому, да, вот у них особенно, ну, может быть, вы тоже наблюдали, если видели какие-то уроки, которые дают там вот учителя вот этих стран, да, там учителя часто и не поймешь, где он, этот учитель. А у нас, например, в России традиционно учитель у доски, он вещает, он все, он объясняет, он исправляет, он оценивает, и дети уже как бы вот как некоторый такой фон, да. У них вот все наоборот. Ты видишь детей, ты видишь, что они что-то делают. У нас даже часто, вот я смотришь, открытый урок показывают, а детей практически не показывают, да, показывают учителя, что он говорит, как он говорит, да. Вот для них главное, что делает ребенок. Причем важно, что он делает самостоятельно, да, вот этот эффект самостоятельности не только под там вот, ему учитель сказал, пиши, он пишет, сказал, отступи 5 клеток, он отступает, да. Вот у него достаточно большая свобода деятельности. То есть, во-первых, обучение через деятельность, через его активность, да, на всех стадиях. Да. На стадии даже вот как бы для нас совершенно непривычной, да, постановки задачи, критериев оценивания, да, они обсуждают, как оценить эту задачу, за что мы там будем ставить такую отметку, как представить результат. Вот они все это обсуждают с учеником, и он является как бы частью этого, он понимает, на каждом этапе понимает, да, вот многие ли у нас дети понимают, за что он получил там свои 2, 3, 4, 5, да. Вот наше оценивание, это скорее погладил по голове или отшлепал, вот как мне представляется, это вот если заменить отметки вот этими действиями, если бы можно было бы, да, но это примерно одно и то же. Ребенок не получает никакой информации о том, что он может, что он умеет, вот почему его так оценили или что-то так вот в этой среде. Вот это очень важно, ну, мне представляется, наверное, может быть, даже ключевым вот во всей этой истории, но это то, что можно изменить, да, это то, что сознание учителя, это значит, как-то можно воздействовать. Второй момент – это то, что, конечно, вот образовательная среда, они ее делают максимально мотивирующей, да, они заботятся именно о том, чтобы ему было интересно.
Но, честно скажу, мы не заботимся, мне кажется, о том, чтобы нашему ребенку было интересно, да. Вот оно положено по программе, да, когда учитель готовится, ну вот далеко не всякий учитель даже думает о том, а что такого интересненького мне дать, чем еще удивить, там, или еще как-то, да. Положено по программе складывать дроби. И вперед вот все алгоритмы складываем, нравится тебе, не нравится, это никого не волнует. А вот это, хотя, конечно, появляются, вот у нас уже каждый учитель знает, что в начале урока там вот у него записана мотивация, вот это есть, да, кто как понимает, но, честно говоря, хотелось бы еще, чтобы вот он понимал, обратная связь-то есть, он как бы мотивирует, а дети-то мотивируются вообще не этим или нет, вот, ну, у него в плане записано, что он мотивирует вроде как. Во-вторых, как бы тоже связанное с этим, в-третьих уже, да, связанное с этим, но вот это вот такая персонализация обучения, да, они тоже, ну, оно должно как-то вот то, что ребенок получает, оно должно быть связано с его опытом жизненным, да, вот как-то актуально для него должно быть. Это должно быть то, вот чем он сейчас живет, как-то отражаться, да, помогать ему решать какие-то проблемы, может быть, да. Но это тоже когда непосредственно связано с функциональной грамотностью, тут как-то вот вообще это все достаточно хорошо связано, да, с этим, потому что тоже говорили, что часто для решения какой-то задачки, если она из жизни, просто тоже требуется опыт ребенка. Очень активно проектное обучение, какие-то различные групповые проекты, вот, и очень часто они там и как раз именно для функциональной грамотности используются, да. Ну, понятно, что можно придумать какое-то занятие, выйти на улицу, провести какое-то измерение, это будет все в группе делать, и это будет вот все вот в таким вместе. Можно организовать в виде проекта. Можно проектное или исследовательское какое-то. Вот этих вот моментов исследования, да, как бы вот, они помогают учить рассуждать, вот в частности, да, вот, любое научное исследование – это вопрос, который задается, и дальше уже какие-то гипотезы, да, то есть это то, что не может жить без рассуждения. Ну и важная вещь – это оценивание, да, вот это вот оценивание для обучения, оно в виде критериального, формирующее оценивание, есть разные вещи. Но, скажем, вот для нас это актуально, потому что этого практически нет. Это вот достаточно плохо как-то внедряется, традиционность, консерватизм, он все равно в этом вопросе превалирует. И, конечно, контроль не выполняет функцию обратной связи. Да? То есть в том смысле, что выполнив какую-то там контрольную работу, даже, да, ученик должен четко получить вот эту обратную связь, что он сделал, что он не сделал. Но учитель, ну, проводит урок там даже, да, анализ контрольной работы. Но опять же, это же со всеми, а кто-то не делал эти ошибки, а кто-то делал другие ошибки, да. Вот эта вот персонализация здесь должна быть. И главное, что ребенок должен двигаться, понимать, куда он двигается, он должен видеть свои цели, пусть маленькие на сегодняшний день, там, на завтрашний, но они должны быть достижимы. Это особенно важно в математике, когда накапливаются какие-то, да, вот эти вот наши проблемы из начальной школы, что-то накопилось, и дальше уже ребенок это не может. Вот это вот получается такая запущенность математическая выходит, уже никак нельзя из этого выбраться. Поэтому здесь особенно это все нужно. Вот, говоря о формировании, да, мы хотели как бы не просто вот формировать, ну, может быть, это еще опять же пошло, потому что вот этот тренинг на задачке ПИЗа у нас сразу пошел, да, ну вот по аналогии тренируем к экзаменационным, тренируем на задачке ПИЗа, натаскивать начинать. Поэтому нам пришлось как бы вот это вот все поднимать и говорить, что же нужно, как учить, что нужно изменять и с чем это можно сцеплять, потому что, конечно, здесь не только про функциональную грамотность, естественно, но мы же говорим о том, что она должна быть в комплексе, да, мы не будем выделять урок отдельно формирования функциональной грамотности, мы говорим о том, что это должно быть такое обучение, единый такой процесс, в котором этому будет достойное место найдено. Да? Ну и вот если говорить то, что мы видели, опять же, для математической грамотности, да, вот какие-то моменты я уже говорила. Важно, встают опять же вопросы, нужно ли нам там
вообще вот эти вот там преобразования алгебраические, вообще какие-то понятия суровые, математические для всех. Ну вот ответ на это как бы уже был дан, исследования проводились. Без системности математических знаний не будет и функциональной грамотности, ничего не будет, да, поэтому не надо рушить, не надо все на какие-то там забавные, интересные там задачках начинать учить, вот этого делать не надо, потому что сразу все рассыпется. Чтобы применять вот это, все равно должна быть система, да, но я думаю, что это не только математика касается, и в естественных науках, ну, там, может быть, даже еще более, да, вот это все. Второй момент – это важно формировать готовность. Вот тоже, с чем мы столкнулись, как бы анализируя, где-то даже с психологами обсуждая, да, то, что мы, наши дети очень часто получают задачу, они не берутся ее решать. Да? Ну вот еще где-то в 90-е вот, из первых Тимсов там была, помню, задачка найти площадь вот стола, за которым ребенок сидел, там инструменты были, еще линейки, надо было найти площадь стола. И большинство даже не сдвинулось с места и не взяли в руки инструменты. Говорит, а что, говорит, так можно было, так нужно было, да? Ну, правильно, они привыкли, да, длина, ширина тебе уже заданы, а что это нужно было измерить, добыть эти данные. И вот дальше они начинают там, а кто-то добыл, говорит, вот запутался, потому что, а в каких единицах измерять, да, а округлять как? Вот, да, получил натуральный, это что, умножать нужно? Да? Или вот, ну, в общем, возникает сразу много вопросов, которые они в обычной жизни не сталкиваются, в обычных уроках, да, не сталкиваются. И учителя были в шоке, потому что, казалось бы, как можно не найти площадь прямоугольника, и это были девятиклассники, да. Вот это неготовность к какому-то именно вот, взаимодействию, да, вот это тоже, да, реальность, была некоторая реальность, нужно было с ней как-то взаимодействовать, да, на вот как раз примере математического содержания, математики в окружающем мире. Ну, тут значит просто, да, достаточно, если мы все-таки показываем детям какие-то вот эти вот возможности, да, что это можно делать, то можно делать, а здесь подумай, что ты можешь сделать, да. Ну, действительно, то есть если идет какое-то раскрепощение в этом, да, они как бы понимают. Ну, вот такая зажатость, она и дает часто отрицательные результаты. Третий момент – это, ну, тоже, что я уже говорил, то, чего как очень мало. У нас мы не учим математическому моделированию реальных каких-то ситуаций, но у нас, в принципе, вообще этих реальных ситуаций практически нет. Если мы и берем, то уже видим готовых моделей, как получается модель, как это вот все формировать, вот этого нет. Нету даже, например, того, как переносить знания какие-то, да, ну вот тот же пример со столом, да, столешницей, казалось бы, зачем же нужны тогда вот эти знания про площадь, да, и зачем, да, если в такой ситуации ребенок не может это сделать. Вот. Но оказалось, что действительно как бы вот важна и когнитивная сфера в этом вопросе, да, но тоже много раз говорила, и Пиза опять же про свое вот это вот рассуждать как бы тоже подтверждает, что если нету познавательного какого-то интереса, ребенок не задается, как бы не включает мозг, да, у него нету вот этого вот взаимодействия, то все равно вот тут может происходить разрыв, да, то есть мы должны думать, говоря уже конкретно о формировании математической грамотности, нам нужно думать и о том, как мы будем взаимодействовать вот с когнитивной сферой ребенка. Компетенции тоже мы столкнулись с такими вещами, когда действительно, и вы сами уже тоже много раз говорили, без читательства куда, да, даже мы проверяем куда, да, если он не может понять условия, прочесть, все, стопор. Коммуникация тоже она играет роль, да, потому что ну, он должен записать свой результат полученный. Я вам вчера показывала, как они пишут, да, это только, вот, что называется, очень надо хотеть понять, что там написано во многих случаях, да, чтобы вытащить вот это. Я не говорю даже про ошибки, но вот как сформулировать свою мысль, пусть она простая и примитивна, но вот это вот, да, коммуникативно, это, конечно, разрыв коммуникации, я бы так сказала. Информационная коммуникация, тоже приводила пример какие-то, да, например, распознать какую-то неверную информацию, там, на слух или диаграммы часто. Вот этого очень много, да, если вы
как говорится, заточите свой взгляд, да, у меня просто уже 3 года, я только и хожу и смотрю, где что, где какая математическая грамотность, да, она вылезает. Вот в средствах массовой информации, в том, что представляется, это просто море, кладезь для наших задачек. Вот этих вот неверных трактовок, я вам некоторые из них сегодня тоже могу показать, да, вот, а информационное пространство, оно сейчас уже вообще для нас как там вот, просто, мне кажется, поглощает нас, да, такой объем информации, который идет, это, и с ним надо что-то делать. Социальную тоже какие-то вещи, да, особенно когда касается какой-то социальной сферы, вот может получиться так, что ребенок просто не понимает суть этого явления, но, может быть, это как бы, да, и даже интересно, через наши задачи он будет познавать что-то, вот так же, как мы показываем, тут же финансовую грамотность, да, какие-то финансовые понятия, что-то через постановку математических задач, вот тут как раз могут быть какие-то вот совместные обогащения, взаимное обогащение, да, и развитие ребенка. Потому что я помню, как однажды, вот мне тоже в 90-е еще пятиклассники, когда мы с ними начали там проценты изучать, там еще старые учебники, эти банковский сюжет, банк выплачивает 3%, там что. Они просто не могли понять вообще, о чем идет речь. Но поскольку это еще были такие непростые 90-е, я им там, они говорят, как банк деньги дает? Банк забирает деньги. Он не отдает деньги, он забирает. И, в общем, на этом мы бросили эту задачу, потому что они так и не смогли понять суть этого, как бы, вот. Ну, вот в их сознании уже даже сформировалось что-то другое. Поэтому здесь много чего интересного может быть, и как бы вот это очень полезно. Регулятивная сфера, думаю, что тоже по задачам мы поняли, что... Ну, в принципе, мы это делаем. Конечно, мы же учим как-то планировать деятельность в плане, как построить фигуру, как решить задачу. Но, тем не менее, вот в этих задачах это тоже очень часто проявляется. Тем более, что здесь как бы непростые алгоритмы, тут же могут быть какие-то вот они комплексные, что ли, разные умения из разных областей, как ты что-то из арифметики, что-то из геометрии. Это надо сконструировать в один план решения. Поэтому здесь только это все обогащается. Ну и рефлексия вот в плане контроля, да, тоже мы обсуждали. Вот он забыл что-то, где какая-то невнимательность. Да, это тоже имеет место, и на этих задачах оно важно здесь, да, и правильно прочитать, и проверить, прочел ли ты правильно, то ли ты прочел, дочитал ли до конца, там, да, все ли условия ты учел, или ты что-то не учел, а надо было, вот это лишние данные, или еще что-то, да, то есть нужно задавать вот эти вопросы именно с целью контроля того, что вообще ты ту задачу решил или не ту, или какую-то ты подменил по ходу дела задачи, ну, или вот все вот эти процессы, которые здесь связаны, они, конечно, в математике как бы тоже есть, но они были узкие, как бы более какие-то такие вещи, да, решил уравнение, проверь, мы им говорим, ну как они проверяют уравнение, они же все равно не проверяют, они пишут левую часть, ставят знак равенства, пишут правую, то есть формально, а в голове-то этого нет, да, то есть они подменяют эту деятельность, делают как бы нам приятное, да, но не делают того, чтобы мы здесь хотели. Поэтому, ну вот в этих, здесь можно за счет этих задачек, да, поскольку здесь важно, и можно показать какие-то примеры, да, здесь, вот, где ты ошибаешься, поэтому здесь можно добавить сюда вот. Честно говоря, я даже не помню, а я могу как-то увидеть сама? Да. Вот эту сделать просто, да, она здесь, вот, да, точно, я за ваш. Да, это что важно, да, понятия, которые как бы важны. Да, я забыла, что оно может передаться. А я вот сюда хотя бы. Здесь тоже, видите, очень хорошо. Мы здесь видим разные направления исследований по методике. Да, да. По каждому направлению можно делать конец. Да, ну тут и докторских, и кандидатских, это такая тематика, да. Но такой объем работы, что только и думаешь, да, можно бы написать что-то, но где ее взять время? Но и у нас тоже
есть молодежь, которая тоже пытается что-то здесь и научно продвинуть. Но пока, конечно, как пища, вот пока мы набираем вот этот вот материал богатый, да, вот поэтому... А в дальнейшем, конечно, это выплеснется в какие-то исследования. Это действительно, вы совершенно правы, не надо это все терять, это надо как-то, если есть возможность, коллекционировать хотя бы, да, чтобы потом это можно было, да. То есть если будет какой-то центр, который будет и научно к этому как бы относиться именно, да, то это, конечно, это замечательно. Но вот как бы в нашей... Что у нас там, да, я тогда, может быть, а куда я ее могу, никуда? То есть ее никуда, да? Ну да, ключевое слово формирование, ну вот именно, да. У нас есть вещи, которые вот сегодня тоже прозвучал, да, что у вас идут преобразования, что обновляются программы, да, вот у нас новые примерные программы, для интереса можете посмотреть, кому вот интересно, ссылочка здесь есть, вот, где выделены как раз предметные и метапредметные результаты, да, потому что, ну, собственно говоря, вот на этом слайде, предыдущем, да, вот многое относится к предметным результатам, да, системность знаний, там, да, готовность, вот это все. Это как бы про вот та часть, которая в предметную уходит, да, а вот эта часть про когнитивную компетенцию, это вот та часть, которая у нас прописана в метапредметных результатах, да. И вот получается, что на самом деле, как бы, если считать, что вот это у нас более-менее как бы вот обозначенные уже какие-то решенные точки, зафиксированные, да, и мы тут должны работать. То есть вот из нерешенного у нас получается как бы готовность, да, вот мы не очень как бы здесь знакомим детей с такими задачами. Ну и вот в методике вот этого моделирования у нас нет, да, поэтому мы должны здесь каким-то образом решать эту проблему. Поэтому как бы для себя мы вот определили, да, для чего мы делаем эти задания, в частности, для чего мы создаем этот банк, да, потому что с помощью вот этих заданий, да, используя те вот какие-то ситуации реальные, хотя бы которые мы там предлагаем, да, мы и можем формировать эту готовность детей, ну, показывая в разных сферах, да, и учитель, может быть, что-то будет добавлять свое, да, но, может быть, и в методике начинать придумывать что-то такое, чтобы как бы показывало ребенку, как моделировать, откуда это может взяться, да, ну, вот, как, например, да, как свести текстовые задачи, но, может быть, и в обратную сторону нужно подумать, да, а как получилась эта текстовая задача. Пусть они бы посочиняли какие-то сюжеты, может быть, да, может быть, что-то из жизни какие-то, я не помню, как бы, или там, может, не всем, ну, вот текстовая задача на движение, предположим, да, она есть, там два объекта движутся, как всегда, у нас один кто-то догоняет другого с непонятными причинами, что он хочет ему сказать, сделать, и что нам непонятно, нам не важно, главное, чтобы он догнал, там, да, время хотим определить, еще что-то, да. Но можно сделать какую-то человеческую ситуацию вокруг этого, да, показывая ребенку, что как бы это вот, ну, не совсем оторвано от жизни, да, вот мама забыла телефон, там на станцию пошла, да, и нужно вот, да, вот она там ушла буквально 2 минуты, надо бежать, наверное, или, может быть, ехать на велосипеде, да, а это вопрос про скорости уже, да, а успеет, не успеет, там, да, смотря кто побежит, да, какие-то уже оценки, давно ли ушла, далеко ли ушла, а во сколько электричка там можно, то есть можно наплести, там бог знает сколько уже в этом сюжете, да, вот этого вот всего, да, но это же реалистично, может быть, действительно с кем-то была такая ситуация, да, пришлось вот так вот догонять для чего-то, да, может быть, кто-то что-то припомнит, да, потому что вот есть, тут же надо считать, а какие скорости там, да, вот этих вот объектов догоняющих, вот отсюда оно и будет, но это будет уже осмысленное, да, и понимание, догонят, не догонят, какими скоростями, и тогда, наверное, дети как бы уже и сами скорости, вот пешеход с какой скоростью движется, да, там где-то, ну, может быть, мама там 4-5 километров, да, если кто-то пошустрее, там где-то 6, но это уже очень быстро. Они начнут запоминать эти значения, да, уже, чтобы оценивать в дальнейшем, да. А вот если на велосипеде, вот а какая скорость велосипедиста, да, то есть надо найти эту информацию, да, чтобы посмотреть. И тогда они будут и информацию искать, и запоминать какие-то
и увидят там, во сколько раз это можно было. Ну, в общем, вот тут богатый может быть сюжет именно, да, и они могут что-то пофантазировать, но уже будет им как-то повеселее решать эти текстовые задачи, да, это будет не просто какая-то такая рафинированная модель, которую они оттачивают, но, может быть, даже где-то получится в каких-то ситуациях и в жизни использовать, да, вот, но это просто только один сюжет, да, а дальше это как-то уже как организовать, как учитель сможет это сделать, это уже как бы, другая история, да, как он это все вплетет. Часто ли это нужно сделать, ну, вот, как бы это уже другой вопрос. Но это можно делать, и это тот путь, на котором тоже можно как бы вот этот разрыв между реальным миром и миром математики как-то наладить вот здесь вот эту вот коммуникацию. Ну, это просто как бы для информации, вот у нас в стандарте, у нас так вот описаны там познавательные, это метапредметные, вот они там познавательные, базовые, логические описаны, вот там регулятивные действия, вот это описание у нас есть, мы его сейчас сделали так более подробным, немножко продвинулись где-то, то есть вот это то, что должно быть сформировано, это то, чего мы хотим от ученика, да, чтобы вот он владел способами, предвидел трудности там, и вот по каждому этому вот это есть. Осталось только понять, как это научиться делать, как это формировать. Предметные результаты в тематическом планировании мы сейчас выписываем вот виды деятельности, которые должны быть вот при изучении каждой темы, они описаны, да, ну вот я выделила отдельной строкой решать задачи из повседневной жизни, то есть в тематическом планировании, да, мы как бы вот это указываем, чтобы учитель это видел, чтобы он не только там осваивал понятия, вычислял, строил, да, вот, но чтобы, например, вот эти метапредметные, в частности, и функциональная грамотность, да, чтобы это тоже ему все время было напоминанием здесь в тематическом планировании. И уже исходя из этого он как-то конструировал дальше свое вот планирование. Ну, я как бы опять вот эту знакомую задачку, которую мы вчера уже несколько раз смотрел, но тоже хочу опять же показать, да, что вот в этих задачках много из того, что я говорю, вот постараемся, в чем комплексность, да, заданий. Да. Посмотрите, вот опять вы же ее помните, да, предметные это были действия какие-то с рациональными числами, было округление, было сравнение, с точки зрения математики тоже вполне себе неплохое содержание. Но видите, была такая комплексная работа с текстом, да? Текст называется смешанным, как Любовь Анатольевна нас учит всех, да? Текст смешанный. Потому что, во-первых, есть вот врезка, да, во-вторых, есть таблица, да, отдельно есть работа с текстовой информацией, да, ну, как бы не говорю про числовые данные, но правило какое-то, оно вербально такое сформулировано, ну и так далее, да, тут много есть чем поиграть, вот с точки зрения работы с текстом, поэтому я ее как бы здесь выделила. Но есть и другие какие-то метапредметные вещи, да, здесь нужно спланировать решение. Мы с вами говорили про то, что, да, если четко, вот как бы ты каждый пункт не обязательно на 2 забудешь умножить, да, как минимум, вот эта вот ошибка будет здесь. Если будешь планировать, ничего не забудешь, да. Вот это вот действие по алгоритму, да, опять же какой-нибудь контроль, действительно, вот тоже, да, вот оно так записано, может быть, нужно отдельно как-то выделить отдельные пункты, сколько шагов сделать, да, вот с точки зрения планирования, уже работы с самим алгоритмом, сделать его более явным, например, можно, да, ну, то есть с этим можно поработать. Вы помните, что во втором там задании, да, там нужно было сконструировать пример, да, это тоже совершенно как бы такой вот интеллектуальный вид деятельности, необычный, вот тоже метапредметный результат, вот анализировать что-то, данные в частности, вот это здесь все есть. Но чем еще интересно это задание, да, мы же его даем, видите, для 8 класса мы его даем, да, предлагаем. Но в связи с тематикой, наверное, больше, да, ориентируясь на вот, то, что там финансовой грамотности больше, потому что с точки зрения, как бы, вот эти, собственно, действий чего-то математики, это как бы все достаточно такое понятно, да. Ну вот мы его предлагаем для 8 класса именно для того, что мы вот эту числовую линию, чтобы мы ее продлевали. У нас все-таки там алгебра, геометрия, да, с числами-то они там завязывают уже давно, да, но мы как-то хотим, чтобы они навыки наращивали, не теряли их, да, чтобы как-то, поэтому калькулятор еще, да, вот можно поработать здесь, да, как привлечь калькулятор для того же конструирования этого примера, да, например, как минимум, да.
Опять же, финансовая грамотность, да, вот этот потенциал организации работы, да, дать ребенку какие-то новые понятия в новой ситуации, это все, да. Следующий момент – статистика, тоже я говорила, это же реальные данные, да, можно залезть в ту таблицу, из которой мы, собственно, взяли, да, посмотреть все 85 регионов, можно дальше с таблицей уже поработать, если это интересно, и продолжить как бы решение этой задачи, но уже какие-то другие есть направления, вот как, от чего можно здесь толкнуться. Ну и последний, вот персонализация сюжета, что я говорю, персонализированно хочется, чтобы ребенок был участвовал, да? Наверняка у кого-то есть братья и сестры в семье, получают такие пособия, можно же как-то прийти у мамы и спросить, а мы получаем, да, а вы сколько получаете, если родители, конечно, скажут, то можно и посчитать, собственно говоря, и для себя, и для своего региона, семьи и так далее. Вот будет тогда вот эта вот персонализация обучения, она как-то и будет здесь играть. Ну и учителю, кстати, поможет наладить взаимодействие с родителями, хотя бы им показать, где они могут помочь и что требуется от ребенка в данном случае. Вот. Что важно, конечно, посмотреть уже, то, что я учителям говорю, и вам, наверное, тоже это понятно, да, вот где какие темы в приоритете, где очевидно, с чего начать, самое простое может быть, да. Вот ссылочка опять туда идет, на наш открытый банк, она как-то по-разному отображается все время, но, видимо, интернет совершенствуется. Вот. Но вот это очень важно, выявить какие-то точки, с чего можно начать, как минимум, да, и расписать. Потому что тебя спрашивают, ну что это в каждой теме нужно делать? Ну, может быть, не в каждой теме, да, можно выявить наиболее активные, ну, как говорится, не хочется в каждой, ну, не делай в каждой, ну, как сделай там, где это просто, что называется, оно само напрашивается, да? Но при этом надо же спланировать эту деятельность, да, чтобы это не было там раз в год или раз в четверть, наверное, маловато, да, какая-то должна быть периодичность, чтобы ребенок тоже понимал этот вид деятельности, да, чтобы у него это как-то было понятно, как это все развивается, и тогда можно будет и отслеживать, и мониторить что-то другое уже с точки зрения учителя. Но вот еще одно, это те рекомендации, которые как бы ПИЗа дает учителям, вот тоже на основе, вам говорили, Галина Сергеевна, да, что контекстная информация собирается. И опять же, собрав контекстную информацию, они тоже смотрят, а что там в странах лидеров, да, вот как они там. И вот отсюда их советы, да, что должны быть разные стратегии обучения, да. Вот я сказала, что вначале, да, они ориентированы, там, учителя не видно, но вот стратегии должны быть смешанные. Конечно, в каких-то случаях учитель должен стать у доски там и что-то рассказать, да, но в каких-то ситуациях он должен уйти в тень и дать возможность детям работать самостоятельно, что-то организовывать. То есть вот это вот смешение стратегий, оно, в общем, полезно. Опять же, вот когнитивные навыки, это тоже они пишут. И вот это вот учите думать каждого, да, это мое любимое, потому что однажды мы получили письмо, когда там в экзамене написали вид деятельности рассуждать, что мы хотим это проверить, получили коллективное письмо от наших учителей из одного региона. Не всех надо учить думать, не все будут учеными. Поэтому для меня вот это просто цитата, вот это просто вот такая была цитата в коллективном письме, поэтому такого вот консерватизма, да, нам хватает, поэтому вот учите думать каждого, это мое любимое вот в этом вот во всей этой истории, ну, конечно, да. Опять же, они задаются вопросами, вот насчет математики важно, что помнить, а что не нужно помнить, все ли нужно помнить. Вот эти вот как бы то, что они называют стратегии запоминания, да, они тоже важны, но они не должны превалировать, да, нельзя вот запоминать правила, у нас часто было, особенно там в 5-6 классах, правило такое, правила существуют отдельные, ребенок уже не знает, там, да, есть ли универсальное правило, чтобы сложить там 2 обыкновенные дроби, да, или вообще как-то, ну вот начинает теряться, потому что все, запомни правила, и все, и будет тебе счастье. Но вот счастья полного не получается. Запоминание важно, но важно и то, что связано, например, с пониманием. Особенно это важно для системности, для решения сложных задач. И это нужно детям объяснять.
Но про оценивание они тоже, видите, здесь тоже пишут, то есть если я только говорил о каких-то других исследованиях, то здесь вот просто это рекомендации ПИЗа. Оценивайте так, чтобы стимулировать более глубокое изучение и используйте для контроля разные стратегии. Да. Вот это вот разные стратегии, оно у них тоже такой красной нитью идет. Наверное, это тоже такой совет учителя, да, что вот все время одна и та же контрольная работа в одной и той же форме, 5 заданий, там вот такое оценивание, это тоже нехорошо, да, надо сочетать контрольные, какие-то маленькие тесты, может быть, там, какие-то проверочные там работы, ну, чтобы это было по-разному оценивалось оно, да, чтобы разные, тогда это как бы вот на ученика все-таки стимулирует его мыслительную деятельность и заставляет все-таки думать. Учить и учиться, но это да, это общее, вот у нас это как бы лозунг был для начальной школы, это получается, в общем-то там дальше это не очень идет, но поэтому учителям математиков тоже учите учиться, не только математики учите, а учите учиться, ну в частности, читать учебник, да, читать вот этот текст, разбираться в нем, да, как элементы самообучения, да, как какие-то, вот эти вещи нужно обязательно, тем более математический текст, он имеет свои особенности, там всегда будет какой-то график, там построение или еще что-то. То есть нужно сочетать, нужно взять ручку, как нас тоже учили, да, вот если ты читаешь, ты должен с бумажкой, с ручкой, ты должен это все проделать, этому надо учить. Вот. Поэтому здесь очень много таких важных, интересных вещей, но вот эти вот как бы стратегии, да, они так вот здесь просматриваются. Ну, я еще это говорю потому, что мы как-то попытались, вот делая вот это пособие, да, которое вы уже немножечко полистали, да, мы как раз пытались заложить туда именно какие-то из этих идей. Понятно, что в одну тонкую книжечку не запихнешь сразу все, что хочется, но тем не менее, вот мы постарались какие-то вещи сделать. Ну, во-первых, как бы нам бы хотелось, потому что уже какие-то выпустили на тот момент сборники задачек, кто-то ПИЗу скопировал, чего-то свое придумывал, и это были какие-то обычные задачи, на которые уже начали там кто на ПИЗу натаскивать буквально, кто-то еще что-то. Поэтому лозунг, конечно, учить и не натаскивать, он для нас все равно продолжает оставаться, вот очень важно. Нам было важно вот это сочетание, комплексность предметных, метапредметных видов деятельности отобразить здесь, вот это многообразие. Поэтому важно было сделать вот этот вот самоконтроль и самопроверка для учащихся. Мы решили, что вот мы на это будем нацеливать, делать книжку такую, чтобы она была как бы для ученика, чтобы он сам мог и он участвовал вот в этой вот деятельности. Кроме того, он должен получать как-то обратную связь, он должен видеть динамику своих результатов, хотелось бы, да, поэтому вот мы сделали как бы структуру такую, там какие-то стартовые задания дали, потом блок обучающих заданий, потом итоговые, чтобы он мог посмотреть, вот он сделал на старте, а вот он там получил как-то на итоге. Метапредметность, она у нас заложена как бы в рубрикации тех заданий, которые мы выработали такую структуру, возможно, вот мы как бы уже увидели. Нам важно было, чтобы как-то и смысловое чтение здесь отразить, работу с информацией, вот что-то на работу с критическим мышлением как-то, и, ну, вот логическая сильная сторона как бы усиливает ПИЗа, мы тоже как бы хотели ее здесь усилить. Поэтому вот работа с утверждениями. Ну, креативность отдельно как бы тоже добавить хотели. В общем, такое вариативное пособие сделать, чтобы можно было, начиная там, родитель купил ребенку, дал, и он работает, ну и чтобы учитель мог строить это как бы вот свою систему каким-то образом, чтобы это было, может быть, это будет отдельным курсом, там, внеурочной деятельности, например, там, да, в принципе, по количеству заданий, то там где-то на 30 часов вполне могло хватить. В общем, такого широкого спектра. Ну вот содержание, как бы, тут несколько модулей, да, мы взяли в основе наши диагностические работы, там в диагностических, в каждой там было 2 сюжета, видите, вот здесь в этом модуле.
сюжет «Вязаные вещи» и новое дорожное покрытие. Да? И вот, то есть это диагностика. Стартовые задания – это наша диагностика, которую мы здесь вот дали. Выполняя диагностику, ребенок может сам себя вот проверить себя, ему даны ответы и комментарии, он сам себя проверяет. Вот то, что я сказала, дальше идет блок обучающих заданий, и они даны прямо вот по ситуации. Они не абстрактные, они связанные, привязаны к этой ситуации. Вязаные вещи, ну, значит, вот там вот вокруг этого что-то будет. Но все задания по рубрикам. Знаете ли вы, это, ну, как бы проверка, есть ли у тебя предметные это вот эти вот результаты хотя бы, да, если там будет про пропорции, про отношения что-то, значит, здесь как-то вот ненавязчиво мы это проверим, есть ли эти результаты, потому что вот если нет, то сразу мы понимаем, где что, как идет. Вот рубрика «Верно или неверно», да, мы проверяем пример или контрпример, всегда, никогда, иногда, вот эти новизну, пизы сюда заложили, разные решения. Где разные решения, это мы просто взяли вот после апробации, мы взяли детские решения, и вот здесь они прекрасным образом нам пригодились, и мы их здесь использовали. Точно так же, как и «Найди ошибку», это решение, ну, часто решение, не обязательно, но в том числе, потому что «Найди ошибку» это может быть и других. Опять же, вот ребенок решал этот обучающий блок, он проверяет себя, у него тоже даны все ответы и комментарии, он сам может вот это все проверить. Дальше он работает со следующей ситуацией, которая была вот в этом стартовом задании точно так же. И потом итоговое задание, которое построено на тех же заданиях, ну, не скажу, что клон, но очень близкое, да, близкие к стартовым заданиям, итоговые, чтобы он мог посмотреть, да, если у него там все было плохо, ну, как он здесь вот продвинулся после такой работы. Ну и еще одна как бы рубрика, вот составь свое задание именно по этому же сюжету, да, то есть ты его так проработал, прожил и все про это понял, да, составь какое-то свое задание к этому. Сейчас я поподробнее как бы покажу вот отдельно. Ну вот немножко другое оглавление, потому что это второй части, потому что сюда вот мы уже вставили еще одну рубрику «Понятна ли ситуация?». В смысле, это вот фактически смысловое чтение мы здесь проверяем, да, потому что вот ровно с этим мы столкнулись. Может быть, там подчеркиваем, что надо внимательнее прочитать, но и как бы вот разбор самой ситуации, да, мы помогаем вчитаться, понять, все ли понятия там как бы, которые используются, ты понимаешь правильно, там где-то математические, где-то, может быть, еще какие-то, связанные уже с реальной жизнью, да. Вот оно здесь есть, поэтому мы здесь добавили еще одну рубрику, но видите, все то же самое, вот в каждой книжке два таких модуля нами предложено. Вот так выглядят стартовые задания. Видите, да, два задания. Ну, это вот из 7 класса, из книжечки, из первого, как называется, выпуск 1, часть 2. Это, наверное, называется. Вот, как-то там нормальные. В принципе, они все сделаны по классам, 5, 6, 7, но 8, 9, поэтому 4 книжечки. Ну вот некоторые ситуации, это поступление в предпрофильный класс, там есть некоторые условия, какой у тебя там должен быть балл, что у тебя там, если ты в математический идешь, там не должно быть там троек по математике и физике, там должны быть 4, 5. Ну, в общем, вот такой сюжет, и дальше идут как бы 2 задания, что вот есть там 4 девочки, кто из них с такими данными поступает, а второй тоже такое наконструирование, да, что мальчику там не хватает какого-то количества баллов, вот он уже прогноз у него есть, что он там получит, да, ему нужно, чтобы средний балл повысить, что он должен сделать, на вот, да, какие, сколько, ну, естественно, минимальное количество, ясное дело, что не будет же мальчик, да, а дети говорят, да физкультуру надо подтянуть, что там, кто-то говорит, договориться с физкультурником, вот такие социальные ответы вместо математических решений часто тоже бывают, договориться с физкультурником.
Вот. И вторая, она, видите, геометрическая, такой план квартиры, ну, такой необычная, там полукруглая стена, треугольник какой-то выделенный, ну и ряд разных вопросов именно на считывание как бы информации вот с этого как бы такого вот именно изображения. Ну, это 7 класс, поэтому тут мало как бы еще достаточно геометрических знаний, но тем не менее какие-то вот такие можно здесь подключить, тем более окружность вот подключили, да. Вот такое комплексное задание. Повнимательнее можно будет прочитать как бы на презентации, я просто не положу здесь смотреть, просто хочу сказать разные задания. Так вот он пререшал как бы это, вот это стартовое было задание, вот так выглядят ответы там и комментарии, вот что он получает, что он может использовать для самооценки, да, данный ответ, данные возможные решения. Опять же, как бы в баллах он может оценить, попробовать себя, да, вот это свое решение. Посчитать, сколько баллов получилось, максимально здесь 7 баллов, да. То есть он может зафиксировать свой результат. Вот с точки зрения самооценки и самоудовлетворения полученным результатом. Вот понятна ли ситуация? Да, ну, как я и сказала, какие-то вопросы к тексту. То есть дальше пошли обучающие задания. Вот рубрика «Понятна ли ситуация?». Могут быть такие, там, задай вопрос со словом «что». Ну, в зависимости от самой ситуации, которая там была описана. Я просто из разных хватала здесь, как бы, вот на оценку, опять же, из текста. Верно ли что, но это именно вот про то, что в тексте сказано, да, не надо ничего делать, а верно ли ты прочитал, верно ли понял то, что здесь. Может быть, какие-то для понимания ситуации, да, там вот была про аренду автомобиля сюжет, да, что-то вот вспомнить похожие какие-то сюжеты, да, встречался ли ты, вспомни или узнай, какой там используется поминутная оплата, потому что там речь была вот в аренде, естественно, там была поминутная оплата речь, ну вот сталкивалась ли ты в какой-то, да, вспомнить что-то, то есть, ну, как-то попытаемся вытащить, да, из этого бумажного текста, из школьных вот этих из класс все-таки актуализировать его опыт, да? Ну или, может быть, что-то вот напрямую вычислить, просто там вот как буквально для понимания элементарного того, что там есть. Знаете ли вы, вот это как бы проверка в данном случае, как я сказала, предметных результатов, да? Там это задание про дорожное покрытие, там была задана формула тормозного пути, да, в этой формуле участвует квадрат начальной скорости торможения, а внизу стоит в знаменателе там коэффициент этого самого, как он называется, ой, забыла. Ну, в общем, мокрая дорога или как там сухая, да, дорога. Сцепление, да, да, сцепление с дорожным покрытием, что-то вот такое там, да, да. Ну, соответственно, вот он выступает в качестве параметра, да, опять же, это 7 класс, да, как достаточно сложные для них, они только с алгеброй знакомятся, ну, вот такой объект, как формула, да, работа с формулой. Поэтому здесь мы вот проверяем, первое, да, ему дана данные скорости, по формуле посчитать тормозной путь, потому что задан этот параметр задан. Ну и в обратную сторону, видите, задана скорость для... Тормозной путь, нужно найти скорость вначале. Да, да. Нет, тормозной путь не задан, нет, там все сложно. Они впрямую, формула им задана, они просто подставляют формулу здесь. Нет, то есть мы... пропрыгали. Ну это да, более, да. Да, здесь уже как бы они должны посмотреть, то есть можно по табличке что-то уже, какие-то вещи даже использовать. Вот в данном случае, да, вот здесь идет, ну потому что вот это рубик, мы именно предметные такие результаты уже как бы самое простое понимаем. Вот во втором задании там уже заданный коэффициент, то есть для разных коэффициентов с одной и той же скоростью посчитать, да. То есть мы проверяем, умеет ли он подставлять, и в то же время вот он работает с формулой, да, он смотрит, может быть, даже как изменяется. В числителе что-то меняем, в знаменателе что-то меняем. Но в данном случае здесь только работа с формулами идет. Таким образом, как бы мы подготавливаем его вот к выполнению каких-то дальнейших заданий. Да? Дальше идут какие-то уже по рубрикам вот таким, верно или неверно. Ну вот да, собственно, вот она, эта формула дана, да, и вот дальше с ней идет какая-то, например, качественная работа, да.
Вот, чтобы он понимал, чем больше начальная скорость, тем больше тормозной путь, да, вот эти вот уже, там он в лоб считал, да, как бы знакомился так формально, а вот теперь здесь нужно оценки уже давать какие-то, во сколько раз увеличится, либо, да, вот, то, что в знаменателе вот этот коэффициент сцепления стоит, да, вот эта вот работа здесь такая важная, да, но именно качественная работа с формулой, вот, как бы здесь и дана она через вот такую как бы форму представления, да, есть утверждение, нужно дать оценку верно или неверно. Вот внизу видите, верно или неверно, вот здесь дана как раз это из интернета взятая схема. Просто видите, да, что как бы в чем неверность этой, да, схемы, что на ней не вполне корректно вот эти вот отрезочки, которые показывают как бы тормозной путь, пропорционально здесь никакая не соблюдена. Конечно, надо было это бы вот для наглядности даже, да, вот они не решили, они хотели наглядно показать, вот эти вот 2, 3, 4 S выписали, а наглядность-то, в общем, в этих отрезочках тоже зарыта. Поэтому вот как бы вот такая неверность этой схемы в этом. Ну вот также вот эту форму, которую из ПИЗа мы увидели, мы тоже попытались как-то интерпретировать. Здесь же тоже утверждение. Тоже вот всегда ли верно, иногда ли верно, ну, уже относительно вот этой вот тормозной пути, вот этой вот зависимости, в разных формулировках, там как-то это, да, понять, какой из них, вот, сортировать эти утверждения. Ну и вот для того, которое верно иногда, да, иногда верно, вот для него привести уже пример, да, когда для него верно, а когда неверно, да, вот как раз разобрать, почему иногда-то, да, но это вот как раз третий случай, да, что при скорости 60, конечно, когда-то там может быть не более 20 метров тормозной путь, да, от чего зависит, от коэффициента сцепления, да, понятно, что вот в этом случае, при таком коэффициенте сцепления это утверждение как бы верно, а если, или там на сухой дороге это может быть верно, а на мокрой дороге это уже утверждение будет неверно. Ну вот такое обыгрывание вот этого сюжета, потому что мы тоже говорили об этом, мы так попытались это сделать. Тоже интересно, пример, контрпример, поиграли с этими сюжетами. Ну вот просто приведи пример, ну тут как бы сконструируй вот пример, да, здесь это тоже из задачки аренда автомобиля, да, вот там есть какая-то, было задано, в принципе, в той задачке, ну мы говорим, вот придумай так, чтобы вот при каких-то значениях, там, да, стоимость была 115 рублей, да, ну, то есть поиграть с какими-то числами. Ну, вот утверждение такое-то неверно, но это чисто геометрическое такое вот следующее утверждение. Это приведи контрпример. Если два прямоугольника имеют одинаковые периметры, то имеют одинаковые площади, да. Ну, вот опровергни это утверждение каким-нибудь контрпримером, да, сконструируй его. Или приведите пример там начальной скорости, вот когда это. То есть он может быть конкретный пример, да, может быть что-то вот более какие-то. Но в любом случае он должен что-то уже идти конструировать, такая интересная уже. Контрпример, да, это чтобы опровергнуть, это просто, да, контрпример – это как способ доказательства неверности утверждения. Да, тут важно, конечно, для нас еще, что, да, что примером нельзя доказать, что это верно, да, утверждение во всех случаях, но контрпример позволяет доказать, что утверждение неверно. Вот как бы тут вот эта вот игра, вот в этот вот пример, контрпример, она как бы с точки зрения математики тоже очень интересна. Ну вот разные решения, да, тоже вы видите задачу, вы видите, как тоже два решения, которые можно обсудить. Ну вот детям дают, во-первых, он должен понять, верное решение оно или нет, да, разобраться в чужом решении, в чужом способе оформления, да. Ну вот первое, это вполне верное, такое хорошее решение с точки зрения коммуникации, все написано, что находим, да. Тут как бы вот претензий к нему нету, да. Таких решений, что называется, это, видимо, решали сами, а не ученики.
Вот. А вот второе, это точно решение ученика, это уже я просто помню, да, совершенно замечательный пример, когда человек хотел поиграть с квадратами, но неудачно. Хотя идея была неплоха. Но это еще 7 класс, они про эти разности квадратов еще, как бы, видимо, не осознали, не поняли вот этих вот, да, у них еще есть некий шаблон, да, что-то на что-то, если что-то там больше, найди разность, а вот то, что это нельзя возвести в квадрат потом, да, вот это очень интересная такая ошибка, которую можно использовать, и вот, например, при изучении вот в дальнейшем, когда они будут вот эти формулы проходить, то есть можно вот это каким-то образом подключить, да. А как исправить это решение, какой должна быть логика, вот с чего можно было начать, да, вот если ты все-таки хотел там это, как это записать, и человек же видно же, что грамотный, понимаете, в 7 классе он дробь-то какую пишет, в принципе, дроби-то только в 8 классе такие будут, да, и, но вот тем не менее, да, вот, но неудачно, поэтому вот очень интересные, как бы, здесь могут быть такие решения. Да, 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 но прям вот ложится туда, да. Нет, но ошибки детей – это самое замечательное, что есть в нашей жизни. Они нам как раз показывают, над чем можно еще дальше работать. Ну, найди ошибку, и точно так же можно дать решение, вот где-то у нас найди ошибку в решении, там какие-то бывают сложные вычисления, может быть, пошаговое, вот, ну, пример, наверное, как бы неудача с точки зрения восприятия его в этом самом, вот. А можно найти ошибку в таблице, например, да, вот тоже, казалось бы, а почему там ошибка, что вдруг натолкнуло, да, в какой строке нужно искать эту ошибку, да, ну вот это как раз про пропорциональность, про чувство числа, да, какие-то вот отношения, вот это тоже здесь вот поиск ошибки, это очень полезная вещь, это очень интересная, там, плодотворная, да, и это можно использовать и на уроках. Вот, и, ну вот кусочек из такой вот, как составить задачу. То есть мы начинаем с самого простого, просто подставь, вот есть уже фактически сформулированное, подставь какие-то свои числа, да, такая степень свободы. А дальше уже просто какие-то условия задаются, да, вот составь задачу, чтобы она удовлетворяла таким-то условиям, но тут уже как бы посложнее. Ну, на самом деле составить задачу дело непростое, поэтому как бы, да, если кто-то может более как там творчески подойти, но чтобы смог каждый, вот мы таких вот костылей таких наставили очень много. Ну вот то, что касается оценки. Видите, а дальше он может проанализировать свои результаты, да, как он в каждом блоке работал, по каждому заданию, да, максимальный балл какой у него балл, что там получилось. Можно проценты посчитать, на сколько там процентов я был успешен. Это уже такая игра вот в эту деятельность, да, кому как будет интересно. А можно анализировать уже как бы и сравнивать результаты выполнения стартовых заданий и итоговых заданий. Да, вот он может посмотреть реально, просто себе еще раз выписать. Но тогда это как бы фиксируется, человек видит свои достижения, да, вот он какие-то результаты. Он не просто решает задачу, он все-таки куда-то продвигается, и это продвижение, оно может быть зафиксировано. Да? Вот, ну и чтобы завершить, немножечко перейти к следующей части, да, это абсолютная реальность сегодняшнего утра. Дальше давайте уже перейдем к задачку, рассмотрим, уже посмотрим, да, которая нам была предложена. Но вот часто спрашивают, откуда брать задачи, да, вот придумывать задачи. Ну вот, да, вот я думаю, что парабола, вы видите, это можно для описания. Система оросительная, действительно, столбики там, да, они же на каком-то расстоянии стоят, да, они как-то... Вот, или, например... Да, потому что, ну, вот, наверное, плоховато видно, уж это я в ППХ кто-то скидывала уже сейчас, вот, если бы, может быть, там покрупнее, да.
Конечно, видно, от чего зависит радиус, да, вот этот вот, а максимальный радиус рассчитать, да, то есть можно уже начинать придумывать разные вокруг этого, как бы задаваться вопросами, исходя, что нужно. Или, например, вот аллейка, плохо, наверное, видно, да, но там, значит, идут вот эти вот замечательные совершенно качалки, да, а с другой стороны фонарики, и они не совпадают, да. Вот интересно, с каким шагом они идут, да, и, ну, предположим, в какой-то момент совпали, а где будет следующее, где совпали, да, ну, мы понимаем, как бы, вот эти вещи, но тем не менее, да, вот я хочу вечером сидеть в качалке и книжку читать, да, вот мне нужно знать, где это, как можно осуществить. Ну, или те же самые вот на пляже, да, вот эти истории с равномерностью, да, мы вот эти вот буйки должны повесить вдоль, да, пионеры приехали, как я понимаю, там дети, да, нам нужно оградить территорию, сколько нам нужно вот этих шариков, чтобы там с каким расстоянием мы будем ставить, да, ну и так далее. В общем, все это совершенно замечательно, можно развивать, и это будет интересно. Собственно, может быть, и детям они могут как-то тоже научиться. Вот я внучке поздавала несколько задач, теперь она мне ходит: бабушка, эти задачи, я думаю, теперь не знаю, что делать с ее задачами. Надо что-то как-то оформлять.